Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Як звычайна, нас можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. Кампенсацыя Беларусі за брудную расійскую нафту можа скласці каля 61 мільёна долараў. Пры тым, што раней страты беларускага боку ацэньваліся нашмат больш. Чаму беларускі бок пагаджаецца на зніжэнне кампенсацыі і ці разлічваць Беларусі на кампенсацыю расійскага падатковага манёвра, увогуле пра ўсе гэтыя перыпетыі нафтавай вайны мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, эканамістам Сергеем Чалым. Добрый день, Сергей. Добрый день. Сергей, я найперш хацеў бы, чтоб вы мне патлумачылі такую вот словы. Может быть, просто я не ведаю, як это правильно у вас, эканамістаў, гаворыцца, але учора падчас таго, як людзі прыйшлі да Белнафтахіма і казалі, там, тлумачэнняў патрабавалі, чаму падвышаюцца коштаў на бензін, намеснік старшыні Нафтахіма сказаў, што гэта не падвышэнне, а змена кошту. Тое ж самае мы пачулі зараз і наконт этого вот кампенсацыі за брудную нафту, что это не снижение, а змена. Вот у вас это, у экономистов, это что? Вот потлумач мне это слово. То есть снижение это змена или не змена? Нет, ну, конечно, изменение – это все, на самом деле. У нас есть еще более волшебное слово, которое называется волатильность, которое как раз обозначает вообще все. Неприводимые особи будет сказано. Да, что у вас с валютным курсом происходит? Это волатильность растет. Вот. А по поводу, ну, не знаю, с чего начать, с цен на топливо? Нет, давай... Может быть, мы перейдем поступово. Спочатку все ж таки такое больше актуальное, это 61 миллион, ну там плюс-минус. Ну, похоже, что это просто часть, это не единственное соглашение. Фактически это было изначально уже несколько месяцев как предложение Транснефти. Беларусь сначала не соглашалась с этой оценкой, в итоге согласилась, и мы знаем, что по сути, результатом того, что Беларусь согласилась с этой оценки ущерба, стало то, что Транснефть стала пускать собственников нефти в трубу на прокачку в направлении нас. То есть я думаю, что это связанные между собой вещи. Ну, але все ж таки... Радуе уже тое, что вот ёсць меркаванне, что это не адзіны платеж, ці что там, ці не апошняя, скажем так, сума, тому что шла размова про страты Беларусі там і про 151, здаецца, мільён. А калі я не памыляюся, Маккей говорил вогуле про 2 миллиарда. Ну, нет, 2 миллиарда там не было, но несколько сот миллионов действительно можно было насчитать. Проблема в том, что Россия с самого начала сказала: ребята, мы как бы готовы вам компенсировать ваши убытки, те, которые будут документально подтверждены. Беларусь пыталась там туда начислять еще всякие разные там потери в виде упущенной выгоды и так далее. Россия сказала: ну, как бы принесите нам, грубо говоря, квитанции, где будет видно, сколько вы потратили на ремонт. Вот это и будет суммой. То есть то, что, я так понимаю, то, что удалось подкрепить документально, на то мы согласились. По великому рахунку можна разважаць, што хтосьці прайграў, хтосьці выйграў у гэтым вот супрацьстаянні паміж, ну, коштамі, названымі коштамі? Ну, как бы с точки зрения того, что Беларусь с самого начала говорила, что это одностороннее предложение, и мы на это не пойти не можем, это неправильная оценка, а потом согласились, ну, выглядит это, конечно, как потеря лица. То есть в этом смысле не денежно, но как бы репутационно Беларусь проиграла. Выйсця уже нема, там нам не было чым даказваць, чым крысці, аргументы ў расійскага боку былі больш сур'ёзныя, ці не просто аргументы, а сказали: не дадим и все. Нет, ну они же не говорили, что не дадим, мы говорили: дадим столько, но в итоге мы на это согласились. Ну, я просто думаю, что это в целом сейчас заканчивается период, вот, что называется, острой фазы конфликта нефтяного. И то, что мы сейчас наблюдаем, просто принято было, видимо, где-то у нас решение о том, что и так мы зашли далеко, и так мы наговорили очень много резких слов.
в виде, значит, а если будут так себя вести, начнем отнимать транзитную нефть из нефтепровода «Дружба» и так далее до 24 миллионов, потому что нам не нужно столько на самом деле. Вот, и так далее, что сейчас просто происходит такая фаза, когда поняли, что нет у нас серьезных аргументов в этом споре на самом деле. Я хочу вот еще один момент компенсаций закрануть. Это компенсации за податковый маневр. Шли таксама размовы, подлікі уже давно, колькі мы страчваем, колькі нам кампенсуюць і якім чынам. А тут з'явілася інфармацыя про тое, што Міністэрства фінансаў России не рыхтуе ніякіх прапаноў аб кампенсацыі нафтавага падатковага маневру. Можна казаць про тое, што тут у гэтым пытанні поставлена кропка, ці не? Боюсь, что да. Похоже, что действительно политическое решение принято. И что особенно важно, то есть нужно просто понимать, как сказать, это событие в контексте. То есть еще более года назад, вблизи ноября-декабря 2018 года, устами российских деятелей из Минэка, Минфина и так далее, значит, говорилось о том, что да, действительно, с Беларусью получилось как-то неловко, да, пожалуй, нужно придумывать какие-то механизмы компенсации потерь, возникающих в результате налогового маневра. Там разные варианты рассматривались, и межбюджетные трансферты, и изменение цены, и так далее. Ну, то есть вопрос, грубо говоря, кто на себя брал эти издержки. То сейчас похоже, что... В данном случае заявления Минфина достаточно, потому что вопрос налогового маневра – это вопрос соотношения бюджетов. Это не вопрос контрактной цены, это не спор хозяйствующих субъектов, это именно отношение двух Минфинов стран. И если Минфин российской страны сказал, что как бы нет, то похоже, что нет. Ад вас вот прогучала такая фраза, что подобно на тое, что наближается до завершения гэты конфликт. Вось у нас у каментарах Людмила Фролова піша на пытанне наше, якое я задаў у сацыяльных сетках, здрада ці перамога, хто выйграў у нафтавай вайне. Яна піша, что невядома, гэта валтузня яшчэ доўга будзе працягвацца, моя думка. Ўсё ж такі, хто бліжэй, вот паважаны экономист, ці люди сбоку, якія назирают за это, валтузня, это будет еще протягиваться? Ну, сейчас, наверное, нет, но никакой гарантии, что очередной Новый год не пройдет вот в таких же спорах, нету совершенно, потому что принципиального решения вопроса нет. То есть, грубо говоря, что произошло? Мы, на самом деле, в эту нефтяную войну вошли с очень слабыми козырями. У нас не было серьезного запаса. Грубо говоря, резервных запасов нефти для того, чтобы наши НПЗ работали в режиме хотя бы минимальной технологической загрузки, было буквально на несколько десятков дней. И вопрос был просто в этой истории, как бы кто сколько готов терпеть. Но оказалось, что мы долго терпеть не можем. То есть все эти истории с альтернативными поставками нефти, это все разговоры из серии там «назло маме уши отморожу». Потому что даже нефтепереработка из российской нефти в результате этого налогового маневра начинает становиться нерентабельной, за исключением разве что продажи нефтепродуктов на украинский рынок, потому что близко небольшое транспортное плечо. Вот. И, в общем, как бы даже выяснилось, что, так сказать, самая жизнеспособная альтернатива российской нефти – это альтернативная российская нефть. Ну, вот эти танкеры, которые сейчас идут в порты. То есть экономика иначе не работает. Получается, что, как сказать, то, о чем долго говорили, о том, что наша экономика целиком завязана на переработку российской нефти и экспорт нефтепродуктов из нее, то бишь, по сути, извлечение природной ренты и ее частичное присвоение себе, распределение где-то и там субсидирование разных внутренних цен, отраслей и так далее, да, то есть и все наши НПЗ, на самом деле, они заточены на переработку именно российской нефти. То есть если бы они строились, скажем, для того, чтобы могли производить бензины из легких нефтей, например, Персидского залива или
скажем, техасской, то они были бы... Ну, то есть, грубо говоря, 2/3 того, что там построено, комплексов просто не нужно. Они были бы дешевле, эффективнее и так далее. И вся модернизация, которая у нас сейчас проходит, про которую нам говорят, о том, что якобы она позволит, наконец, нам жить в случае, когда цены станут мировыми, это правда, но цены российской нефти станут мировыми. То есть там все эти комплексы замедленного коксования на нафтане, гидрокрекинга тяжелых остатков, это все комплексы, которые нужны для переработки, глубокой переработки именно российской нефти. Але ўсё ж таки вот этот нафтовый конфликт, назовем его так, вот менавіта кампенсацыямі ад розных вот бруднай нафты ці падатковага манёвра ён не заканчиваецца, бо ёсць яшчэ такі складнік, як, скажем, кошт расійскай нафты, вот это вот прэмія і гэтак далей. Вот з гэтым можна казаць, что тут поставілі кропку пасля, ну, нібыта звонка Путина Лукашенко? Ну, точку сложно сказать, но предложение же мы знаем, да, то есть разнесенное на 5 лет предложение постепенного уменьшения этой премии к цене экспортного нетбека для российских компаний. То бишь, эта премия не пропадает сразу, она будет уменьшаться постепенно. Называть это даже частичным, как это говорят русские, частичной компенсацией потерь за налоговый маневр нельзя, потому что, еще раз, это совершенно разные вещи. Вопрос цены – это вопрос отношений наших НПЗ и поставщиков, собственников нефти. Вопрос налогового маневра – это отношения бюджетов. Вот. В какой-то степени даже можно сказать, что предложение это издевательское, потому что, ну, это буквально порядка 60 миллионов в год. Да, это слезы по сравнению с потерями, которые возникают в результате этого налогового маневра. То есть этот год только прямых потерь бюджета будет около 400 миллионов долларов. То есть несравнимые вещи совершенно. Ну, в принципе, так и прогнозовали. Ну, в общем, да, так и есть. Наколькі больно это ударить по экономице? Ну, в этом... Нягледзячы на то, что прогнозы, там нібыта вписано, это все уличено. Дело в том, что, скажем так, не очень понятно вообще, ради чего все это было. Потому что, в принципе, как бы условия, на которых, похоже, Беларусь готова согласиться, это и были те условия, которые были на столе в декабре прошлого года. То есть выигрыша нет никакого, за исключением, вот я говорю, вот этого предложения постепенной отмены премии для российских нефтяных компаний. Вот. То есть условия экономические такие же. В этом году, в принципе, в бюджете он рассчитывался, исходя из того, что мы ничего не получим. То есть, похожие такие условия и будут. А ущерб уже нанесен. То есть январские недозагрузка нефтепереработки привела вот как раз минус 1,9% ВВП. Соответственно, выпуск нефтепродуктов минус 40% в январе, к январю предыдущего года. Машиностроение, там электроэнергия минус 10 и еще минус 25 химическая промышленность. То есть мы вот, ну, последствия уже есть. Угу. І наступствы гэтыя будуць толькі яшчэ пагаршацца, наколькі я разумею. Все это будзе такі, як снежный ком, як параўноўваюць. Ну, не то чтобы. Я еще раз говорю, я не очень понимаю, зачем все это было нужно. То есть я не понимаю, зачем нужно было упираться 2 месяца для того, чтобы потом согласиться на то, что и так пришлось согласиться. То есть это очень плохо в том смысле, что в игре «Кто первый моргнет», первым моргнули мы. Да? И теперь Россия будет знать, что у нее есть механизм сделать нам больно, а мы терпеть долго не можем. Чакайце, ўсё ж таки вот гэты момант даволі важны. Атрымліваецца, вот былі пэўныя прапановы з расійскага боку, як мы будзем па нафце, як мы будзем па газу супрацоўнічаць у 2020 годзе. Мы раптам сталі на дыбы, а пастаяўшы крыху на гэтых дыбках, па выніку з тым, што прапаноўвалі яшчэ напрыканцы мінулага года, з тым пагадзіліся зараз, але нанёсшы страты вот гэтым вот супрацьстаяннем сабе. Да, конечно, я же об этом и говорю. То есть тут есть и потери прямые экономические, есть потери репутационные, и самое главное, что это первая нефтяная война, в которой у нас не удалось, ну или там любая газовая, энергетическая война, в которой у нас не удалось добиться ничего. Это впервые такое. То есть раньше блефы какие-то работали, непонятно по каким причинам, то есть какие-то... Ведь в сущности, на самом деле, это у нас происходит с разной степенью интенсивности едва ли не каждый Новый год. И режим функционирования переговоров нашей страны с Беларусью всегда был вот доведение до
с Россией. Да, с Россией в том, чтобы довести до там чуть ли не вот сейчас мы будем бить тарелки, там развод, там к маме уеду, да, и так далее, а потом снова, значит, живем вместе и хорошо. То есть режим создания конфликта, он был, ну, то есть это было настолько постоянным, что можно сказать, что фактически это и было содержанием отношений. Вот, и первый раз как бы Россия решила, как сказать, не идти на поводу. Ну і зараз мы па выніку тады падыходзім да вот падзей, якія адбыліся 25 лютага каля галоўнага офісу Белнафтахіма, калі людзі прыйшлі з патрабаваннем, каб патлумачылі, чаму пастаянна растуць кошты на паліва. Вот тут вот, что можно отказать людям? Ну, дело в том, что мы же знаем, почему они растут именно так. И идти нужно было не к Нефтехиму, а к тому, кто решение принимал. Да? То есть это было решение президента в ответ на многочисленные просьбы как раз-таки концерна Белнефтехим о том, что поставки нефтепродуктов на внутренний рынок становятся нерентабельными, цены нужно повышать. И, в принципе, тогда шла речь о том, что необходимо там почти 20% должно было быть повышение для того, чтобы это, так сказать, эти убытки не влияли серьезным образом на финансовый результат предприятий концерна. Вот. Но мы же помним, что было в предыдущие разы, когда повышение было вот резким и одномоментным. Да? Это был 2011 год, это знаменитые акции «Стоп бензин», которые, надо честно признать, в общем, похоже, напугали тогда Лукашенко. Да? Он же буквально на следующий день провел совещание о том, что давайте мы их вернем назад. И было принято решение о том, чтобы таких резких скачков не делать. Давайте будем отрезать хвост вот по копейке. Да? Вот. Но проблема в том, что это повышение по копейке сейчас уже даже этими темпами недостаточно для улучшения финансового положения. То есть ухудшение экономики нефтепереработки таково, что нужно, чтобы цены росли больше. Вот, и поэтому не очень понятно, чем люди недовольны. Они, то есть какая альтернатива? Они пришли с предложением: давайте вы не будете каждый месяц делать по копейке, а сразу сделаете на 15. Потому что меньше не будет. Не может такого быть. Вот можно патлумачыць людям, чаму меньш быць не можа. І ўвогуле, калі паслухаюцца людзі і пойдуць не да цэнтральнага офіса Белнафтахіма, а да адміністрацыі прэзідэнта, і будзе іх не 60 человек, а там 6 тысяч, да, это нечто изменить? Да, я думаю, что можно объяснить. Дело в том, что, еще раз, что происходит? Происходит такой постепенный процесс осознания того, что мы не можем жить как нефтедобывающая страна. Да, то есть мы не Венесуэла, мы не Ирак, там, не Россия, мы не можем субсидировать на внутреннем рынке стоимость нефтепродуктов. Вот. То есть мы, я даже больше скажу, что тут ведь нюанс какой, что нет стран, которые не имеют собственной нефти, но при этом зарабатывают на нефтепереработке и продаже, на экспорт нефтепродуктов. Страны, не имеющие собственной нефти, работают на обеспечении внутренней потребности. НПЗ у них, как правило, стоят либо на самой трубе, либо у портов, и они производят бензины для того, чтобы закрывать внутреннюю потребность. И все примерно понимают, что, мы покупаем нефть по мировым ценам, вот у нас мировые цены на бензины, но, опять же, там цена еще, в ней большую долю составляет акцизы, то бишь вот все эти косвенные налоги и так далее. Да. Иногда это более 2/3 стоимости, как в северных странах, например, Скандинавии и так далее. Вот. Поэтому, то есть, как сказать, мы не страна Персидского залива, мы не Россия, мы не Венесуэла, у нас не может быть той цены бензина, которая была раньше. Тым не менш, все ж таки подвышацца будзе, але ёсць нейкая мяжа, чырвоная лінія, с аднаго боку эканамічна абаснаваная, что вот все нормально, мы уже там хай сабе не
не барствуем, да, но... Нет, конечно. И для людей. Нет, конечно. То есть, если стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке будет дешевле, чем у соседей, то, естественно, сбыт упадет, и люди будут закупаться в России и привозить сюда. То есть, это вот примерно паритет цен с приграничными регионами. Но там еще запас, приличный. То есть, это там... доллары выше. Не знаю. Я думаю, что это еще... доллар сегодня 2,2. Да. То есть, до доллара... Я думаю, даже больше. Немножко. Добра. А калі мы говорим про людей псіхалагічна, якое падвышэнне яны вытрымаюць, да якога ўзроўню, каб не паўтарылись прыгаданыя вами падзеі 2011 года? Да черт его знает, на самом деле. Как же это можно проверить? Никто ж не знает в действительности. Вот. Еще раз, мне кажется, что, как сказать, проблема, то есть влияние цены топлива должно быть таким, чтобы мы увидели, как экономисты говорят, эластичность спроса по цене. То есть цена растет, ездит меньше. Пока этого не происходит, это означает, что предел терпения существует. До рэчы, я прачытаў такое меркаванне аднаго эксперта, аўтамабіліста, скажем так, які кажа, што тут важна яшчэ і прыўчыць людзей, разумець, што няма чаго барстваваць. Мы не нафтаздабываючая краіна, і хопіць ужо купляць сабе амерыканскія джипы, которые там 10-15 літраў жрут, а можна ж браць малалітражачкі. Але ці лёгка людзей адвучыць ад гэтых пантоў, да якіх яны прывыклі за ўсе гэтыя гады, скажем так, таннага паліва? Это не быстрый процесс, да, он займет несколько лет, но думаю, что это абсолютно реалистично. То есть, многие страны европейские, Америка даже переживала такой период. Когда мы помним появление ОПЕКа, начало 70-х годов, действительно ушли эти знаменитые, похожие на космические корабли, и так называемые эти мускульные автомобили и так далее, да, и действительно вопрос экономии был важен. Я думаю, что несколько лет это займет, но да, это вполне возможно. Все ж таки, ці можна, мы кажем с одного боку, что трэба разумець, что мы не нафтовая краіна, людям трэба разумець, что трэба быць больш подлічваць і перасесці на малалітражкі, так разумна падыходзіць да ўсяго гэта. З другого боку, ці ўратуе, калі эканоміка будзе заставацца такой, як яно ёсць, калі мы дзяржава ўкідавае вялізныя грошы ў падтрымку гэтых калгасаў, которые называются зараз по-іншаму, по факту засталіся тымі ж самымі калгасамі. СПК зараз яны. Заводы, которые постоянно патрабуюць нейкіх уліванняў, крэдытаў, як іх называюць, которые потым спісываюць. Зменіцца што-небудзь ці не? Может быть, это кошты на нафту, это кошты на бензин, сама эта ситуация примусить кіраўніцтва подумать, что... Вы же наверняка видели, что в течение последних буквально этих 2 месяцев было большое количество комментариев от разных экспертов в духе, наконец-то появятся условия, в которых нам придется думать об эффективности оставшейся экономики, наконец-то, может быть, как раз это будет в долгосрочной перспективе хорошо, и так далее, и так далее. Да. Как только начался этот нафтовый конфликт. Да. Но дело в том, что мы знаем из предыдущих историй, что, в общем, никогда в истории не было ничего, что способствовало мысли о том, что, может быть, с реформы мы начнем. У нас даже самые острые кризисы, они заканчивались антикризисными мерами, а вовсе не какими-то структурными изменениями. Да? То бишь, грубо говоря, у больного острый приступ, да, мы с ним справились, а хронические болезни продолжают быть незалеченными. И все, как только самочувствие немножко улучшилось, мы думаем, все, все хорошо. Думали после 2011 года, что начнутся реформы. Нет, появилась эта модернизация, которая, собственно, и привела к закредитованности многих предприятий и так далее. Потом кризис
15-16 годов, который на самом деле разрешился всего лишь тем, что около сотни предприятий государственных поддержали на примерно $1,5 миллиарда. Кризис закончился, все, и разговоры о реформах пропали. У нас нет, как сказать, механизма для того, чтобы эти реформы вызвать. Я не верю в то, что что-то произойдет, вот честно. Сергей, ну а у чым прычына? Чаму вот такое стаўленне і такое, ну, неўспрыманне нейкіх вот магчымых іншых магчымых падыходаў? Скажите мне, как человек, который признался недавно, ну, нагадал, скажем так, кто забыл, что вы все ж таки працавали ў гэтай сістэме, вы, в принципе, хай прошло шмат гадоў, но я не думаю, что система нашмат змянілася, и уже вы разумеете, потлумачите механизмы и там тонкую душевную организацию этой системы. Ну, тут есть два фактора. Я думаю, что сейчас, как сказать, власть попала в определенную ловушку. Так давно нужно было эти реформы начинать, так давно они не происходили, что сейчас невозможно, пожалуй, невозможно выстроить то, что называется дорожной картой. Ну, то есть нет возможности написать, что сначала мы сделаем вот это, потом мы сделаем вот это, ну, то есть последовательность, да, по времени. Потому что проблем столько, что, ну, вот мне кажется, что и об этом думают власти, что если мы сейчас начнем за что-то потянем, да, то есть как бы, ну, рассыпется все. И просто страшно трогать. Вот пускай оно вот как есть, так есть, да, существует, да, понятно. На мой век хопить. Ну, не чтобы. То есть задача сейчас примерно такая. Давайте мы растянем ухудшение ситуации в экономике, ну, как можно на более плавный и долгосрочный период. Потому что просто страшно трогать уже. Ну, а все одно ж вот некий таки плавный гэты спуск там есть, а в конце что? А вот нету, на самом деле, в том-то и фокус, что давно уже после провала, фактически провала модернизации после 2015 года, никакого другого лозунга и никакого другого представления, чего мы хотим добиться, ну, то бишь конечное состояние, да, как бы его нет на самом деле. То есть мы официально отрицаем необходимость структурных изменений экономики, ну, или говорим, что они идут, ну, как идут, то есть предприятия теряют занятость, избыточная занятость сокращается, неэффективные закрываются, ну, вот таким вот, как сказать, само собой как-то это происходит, да, там, помимо нашей воли. Вот. То есть можно называть это, что какие-то изменения идут, можно, ну, фактически ничего не делается для этого. Вот. А действительно представление о том, чего мы хотим добиться, то есть какую структуру экономики мы таргетируем, за счет чего она будет зарабатывать, если вот эта добыча нефтяной ренты и энергетической ренты в России не работает. Да? То есть где будет производиться добавленная стоимость. Да, ну, как бы есть красивый разговор о том, что у нас будет какая-то новая экономика в СЭЗах, ПВТ или где-то еще, но они же очень ограничены по величине и, как сказать, на всю экономику целиком не влияют. Да? Те же высокие технологии, на них спрос существует на внутреннем рынке, а наша внутренняя экономика на внешнем рынке, а на внутреннем наша экономика не предъявляет спроса на эти инновации. Вот. И понятно, что, как говорят китайцы, у них есть такая хорошая поговорка, которая мне нравится, что если вы не знаете, куда вы хотите попасть, вы попадете гарантированно не туда. У нас нет представления о том, куда мы сейчас идем. Я вернуся да тэмы расійскай нафты у тым сэнсе вот аспекце, які вы закранули наконт пошука альтэрнатыўных крыніц пастаўкі. Я тут чытаў про тое, что нібыта там вот Одесса-Броды, вот нафтаправод, там уже танкеры нібыта стаяць готовыя ці то подвозіць да гэтай трубы нафту, каб потым перакачваць на Беларусь. Плюс гэта яшчэ паўночны кавалак, які давесці да ладу і увогуле стварэнне такой вот цалкам сістэмы прадольнай ад з поўначы да поўдня да Чорнага мора. Наколькі это реально? Наколькі все ж таки можно альтернативу заиметь? Нет, можно, но вопрос, нужно ли. Да? То есть можно, конечно. То есть Одесса-Броды может работать в режиме, которым он и планировался. Изначально ведь это был нефтепровод, который должен был Каспийскую нефть, значит, из порта Южный в Одессе поднимать на север. Планировалась даже его достройка до Польши, до нефтеперерабатывающих заводов Польши.
Ну, просто для того, чтобы это работало в постоянном режиме, для того, чтобы это было, ну, как бы в интересах и Украины в том числе, мы должны гарантировать определенную минимальную загрузку ежегодно. В принципе, теоретически возможно полностью загрузить Мозырский перерабатывающий завод вот этим маршрутом. Но просто ведь, опять же, получается немножко парадоксальная ситуация. То есть мы будем привозить танкерами в украинский порт нефть, которая потом пройдет по территории Украины, НПЗ, который находится уже за границей Украины у нас рядом, и производить нефтепродукты, которые потом мы будем продавать в Украину. Ну, это ненормально. То есть я к тому, что и северный маршрут, да, теоретически возможен после ремонта и достройки вот этого, там и нефтепровод, и нефтепродуктопровод, значит, от Новополоцка и до портов. Вот. Но, опять же, получается сейчас, что необходимость в полной загрузке наших нефтеперерабатывающих заводов отсутствует. То есть, когда налоговый маневр закончится, они все, в принципе... Ну, то есть, грубо говоря, нам будет хватать одного нефтеперерабатывающего завода для того, чтобы экономика сводилась, и мы обеспечивали внутренние потребности и минимальное производство там порядка, ну, не знаю, 4 миллионов тонн нефтепродуктов на близкий рынок, да, будем производить. То есть нам не нужно столько. При нормальной экономицы, нормальной державе, другі завод, там, ті треті, ті, які, колькі б їх там не було, коли вони не потрібні, ну, їх би закрили. А у нас что будет? Продадут, наверное. Не ходят же уже об этом разговоры. О том, что давайте мы какой-нибудь один из заводов продадим России. Пускай теперь у них голова болит за экономику. Они собственники нефти, мы будем получать. Ну, то есть я уверен, что буквально через несколько месяцев у нас об этом пойдут разговоры совершенно открыто. Слухай, зусім недавно казали про фамильное срэбра, до якого относилась Беларусь Калий и НПЗ белорусский. Ну, да. Ну, у нас регулярно там много чего туда входило, да, что мы это никогда не отдадим и так далее. Но когда-то же ведь у нас к фамильному серебру относился и Белтрансгаз. А потом выяснилось, что мы получили хорошие деньги за эту ржавую трубу, если мне не изменяет память, именно так было сказано, да? Я думаю, что нечто подобное и произойдет. То есть мы услышим разговор о том, что они убыточные, да, за эти ржавые заводы, значит, там мы получим какие-то деньги, зато будет гарантии занятости, зарплаты, они будут работать, налоги в страну приносить и так далее. Продажа паціху фамільнага срэбра, ну, а по выніку и державы, да? Ну, опять же, если у вас нет желания увеличивать эффективность, то да, рано или поздно приходится думать о таких вариантах. На завершэнне было сказано про тое, што вот мы не выстаялі ў гэтым канфлікце, нафтавай вайне. Расія ведае, што зараз она можа нас пераміргаць, скажем так. Што далей? Вот Новы год, черговая нафтово-газовая война, и что? Не, ну, я думаю, что, как сказать, ну, я же был тем человеком, который говорил, что, в принципе, у нас были шансы, на самом деле, донести свою точку зрения. В принципе, она была близка к тому, чтобы Россия согласилась с нашими аргументами. Но сейчас, похоже, как сказать, ждать улучшения условий нет возможности. Максимум, видимо, теперь, что будет, то есть принципиальное решение о том, что, значит, компенсации налогового маневра не будет, постепенное будет повышение цен до мирового уровня и так далее, и так далее. Вот. А конфликты, естественно, теперь будут минимальными просто в силу того, что, скажем, задача наша будет сейчас обеспечить какую-то минимальную долю поставок нероссийской нефти просто для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда по политическому решению будут на четверть только загружены наши заводы. Да? Вот. То есть, в принципе, причин дальнейших каких-то нефтяных споров я не вижу. Похоже, что результат, который случился, это окончательный результат. То есть стало понятно, что вот России стало понятно, что никуда мы с подводной лодки не денемся.
Подводзячы вынік нашай размовы, можна просто прыгадаць словы, якія сказаў тут у нас в эфіры Бабарыка про тое, што пессімісты кажуць, што так дрэнна, што ўжо просто няма куды, а вот аптымісты кажуць, што яшчэ ёсць. Ну да, есть, да, и знаменитый анекдот, значит, как это, пессимист говорит, хуже быть уже не может, да, а оптимист радостно, да, может. Ну, на гэтай аптымістычнай ноце мы і завершым нашу размову. Дзякуй вялікі. Эканаміст Сергей Чалы был у нас у эфіры. Зміцер Лукашук працаваў у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарада і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас. Всего доброго.